Сегодня Казань живет в центре больших спортивных событий и вновь доказывает статус спортивной столицы страны. Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу, и вот о чем еще расскажем в выпуске. Суперкубок и супервнимание. Просто это трофей, в любом случае, трофей, который можно взять за один матч. Как в Казани завершился футбольный вечер, увидел Дмитрий Аренин. Взять на контроль содержание парков и скверов. Все это хозяйство, общественное пространство, если оно будет в таком состоянии, конечно, нас не красит. Почему у некоторых районов нет даже договоров с подрядчиками, в нашем репортаже. Древние легенды в новом прочтении. В Болгаре открылся фестиваль эпоса народов России и ближнего зарубежья. Как истории героев древности звучат в 21 веке, расскажет Рамиль Шайдулин. В преддверии нового сезона. Те люди, которые приходят на стадион, нас поддерживают и в трудные минуты, и когда победы. Сегодня футболисты Рубина встретились со своими болельщиками. Чем запомнился футбольный пикник, расскажет Рузаль Шарипов. Точку этой недели Казань поставила большим спортивным событием. Победой питерского «Зенита» завершился матч за Суперкубок России. На стадионе Акбарс-Арена, конечно же, был аншлаг. Во-первых, Казань после чемпионата мира 2018 года события такого масштаба не принимала. Во-вторых, к нам сегодня приехали много болельщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, ведь играли их титулованные клубы ЦСКА и «Зенит». О футбольном празднике на стадионе и за пределами. Репортаж Дмитрия Аренина. Сегодня Казань вновь проживает эмоции большого футбольного праздника. Улицы столицы окрасились в красно-синие и сине-голубые цвета, фирменные у «Зенита» и ЦСКА. «Зенит! Зенит! ЦСКА!» Все спешат на Акбарс-арену. Здесь тысячи людей единым потоком устремились к стадиону. Из-за футбола усилены меры безопасности. У арены ограничили продажу алкоголя и парковку личных авто. Для удобства болельщиков подъезжали специальные автобусы-шаттлы. Судя по нашему опросу, здесь вся Россия, но питерцев и москвичей ожидаемо больше. Ну, ЦСКА – это наша любовь, это наша жизнь. Мы за него всю жизнь болеем. Любимая команда и мой любимый клуб, и мой любимый город. Так что, если я люблю, значит победят. Любая игра в суперфинале интересна, неважно с кем, неважно когда. Просто это трофей, в любом случае, трофей, который можно взять за один матч. До начала матча Суперкубок выставили около стадиона, и болельщики могли с ним сфотографироваться. Супер город, супер стадион, супер атмосфера. Пока зрители только собирались на трибунах, на арене началась концертная программа. В поддержку команд выступили известные группы «Ленинград» и «Монгол» Шуудан. Сердце бьется все чаще и чаще, и лучше я говорю не вправо. Казань уже успела соскучиться по таким масштабным мероприятиям. Каждый выход артистов сопровождали бурными овациями. Впрочем, как появление на газоне игроков легендарных команд. Трибуны смолкли, когда над Акбарс-ареной зазвучал гимн России. Его исполнила Эльмира Калимуллина. Чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА в борьбе за Суперкубок вышли в своих максимально сильных составах. Обе команды по 7 раз уже выигрывали этот трофей. В этой игре букмекеры все же больше предпочтения отдавали «Зениту». В итоге встреча прошла в упорной борьбе. Чаще воротам соперника угрожали армейцы. Основное время игры завершилось со счетом 0-0. Победитель и обладатель Суперкубка определился в серии пенальти. Здесь точнее оказались футболисты «Зенита». Становится обладателем Суперкубка России по футболу. Сегодня просто феерическая обстановка, полный стадион болельщиков. Незамываемый антураж и горячо поддерживаемая команда. Прекрасная, безусловно, атмосфера, обстановка на стадионе. Спасибо болельщикам и ЦСКА, и «Зенита» за то, что тот антураж, который мы все прочувствовали, за то, что они сделали нам такой футбольный праздник. Команду с победой.
тяжелейшая победа. Теперь «Зенит» и ЦСКА приедут в Казань на матче с «Рубином» в рамках чемпионата России по футболу. Обе игры состоятся в сентябре. Дмитрий Айринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Перед тем, как оказаться в руках победителей, Суперкубок отправился в тур по городам республики. Накануне трофеи выставили на обзор жители Нижнекамска и Челнов. Сегодня привезли в Казань. Чтобы его отснять, нашему оператору пришлось изрядно постараться. Настолько плотной была очередь из желающих прикоснуться к кубку и сделать фотографию на его фоне. Здесь же автографы раздавали легенды российского футбола. Наш земляк Руслан Нигматуллин признался, чтобы провести этот день в Казани, несколько раз поменял планы и билеты на самолет. Ради Суперкубков 4-й раз поменял билеты и остался, чтобы посмотреть красивый футбол. Уверен, что сегодня обеспечен. «28 футбольных фанатов сегодня так и не попали на игру между «Зенитом» и ЦСКА. Вместо трибун – отделение полиции. 35 человек задержали на ЖД вокзале сразу после приезда в Казань из Нижнего Новгорода. По пути сюда они портили имущество поезда, жгли фаеры в салоне и нарушали общественный порядок. На выходе из вагона их ждал наряд полиции. В отношении 28 болельщиков составлены протоколы за мелкое хулиганство и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В течение дня уже в городе были задержаны еще несколько человек. В парках и скверах нескольких районов республики некому ухаживать за деревьями. В итоге зеленые насаждения погибают, не выживают и те, что повторно высажены. Как оказалось, здесь не заключены контракты с обслуживающими организациями. Есть и такие истории, где объект функционирует, однако всеми удобствами жители пользоваться не могут. Почему так происходит, сегодня разбирались на совещании в Доме правительства. Его провел райс республики Рустам Минниханов. Глав каких районов он спросил напрямую в нашем следующем материале. Дорожные работы ведутся во всех районах республики. В 409 дворах, завершены в 361 дворе. Дорожные работы по программе «Наш двор» выполнены на 67%. Установка освещения на 63%. А при этом в одних районах дорожный ремонт идет быстрее, в других отстает. Особое внимание прошу обратить Балтасинский, Агрызский и Сабинский районы. Динамика проведения работ менее 7. Но на самом деле, Рустам Нургалиевич, в целом рисков не видим, потому что здесь идут вопросы закупки и синхронизации видов работ. Отдельно говорили о содержании уже обновленных пространств. Качество выросло, но остаются проблемы. Например, в 2022 году в селе Пестрецы был благоустроен детский городок. До сих пор договор на обслуживание общественного пространства не заключен. Таким образом, вот на туалете мы можем видеть даже существующую пленку, которая ни разу не была снята. Соответственно, полгода им никто не смог пользоваться. У многих районов из-за засухи проблемы с озеленением. Так, в Болгаре подрядчик этой весной заменил погибшие насаждения, но без должного ухода они вновь погибли. У 5 районов – Азнакаева, Верхнего Услона, Кайбец, Кукмара и Пестрецов – и вовсе истекли договоры с обслуживающими организациями. Это значит, поливать некому. По тем объектам, где подрядчики не определены, необходимо в короткие сроки эту работу провести и завершить. Рустам Минниханов по видеосвязи обратился к главам этих районов, поручил взять на контроль содержание объектов и на месте выяснил, почему некоторые из них не профинансированы. Я рекомендовала бы главам выверить свою базу, потому что все там очень много не попадает. То есть небрежно относятся к базе, а значит, это не попадает в бюджет. Ну да, если они документально не оформлены, конечно, не предъявили. Да. Ну давайте такую работу проведем. Мы столько средств, сил потратили на все это хозяйство, общественное пространство. Если оно будет в таком состоянии, конечно, нас не красит. За последние 2 недели поступило 430 обращений от жителей, в основном казанцев. Чаще всего интересуются сроками начала и окончания работ. Как выяснилось, операторы колл-центра озвучивают даты из графиков, но по факту работы не ведутся. Это касается 17 районов. Лина Изнатульна, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Эпос народов России и ближнего зарубежья обретает новое прочтение на священной земле Болгара. Сегодня здесь открылся первый фестиваль возрождения «Эпос в современном прочтении». Гостей лично приветствовал Митимир Шаймиев, государственный советник республики. Через этот фестиваль духовному наследию каждого народа, в котором веками хранится особый культурный код, придадут современное звучание. В этом году проект выиграл грант президентского фонда культурных инициатив. Репортаж Рамиля Шайдульна. Инструмент
Инструменты, придуманные еще до нашей эры, звучат в 21 веке. Это фестиваль возрождения эпос в современном прочтении, в котором вспоминать свое прошлое не только важно, но и нужно. На открытие фестиваля в Болгар приехал Ментимер Шаймиев. Именно ему принадлежит идея создания этнопроекта. Все началось в прошлом году, когда был организован показ оперы и легенды «Кара Пулат» на фоне «Черной палаты». Яркая постановка и восторг зрителей не оставили сомнений. Пришло время придавать духовному наследию современное звучание. Мы, безусловно, материальное возрождение наследия исторических объектов будем продолжать, но начинаем новый этап. Вы являетесь первыми свидетелями этого выдающегося события. Этим нужно заниматься. Почему? Потому что это творчество своего времени. Ума, культура, таланта народов. Что такое эпос? Наверное, лучше всего об этом расскажут вот эти поражающие воображение исторические сцены, в которых проходит сегодняшний фестиваль. Ну и, конечно, национальные герои, богатыри, которые, как ничто другое, сформировали мировосприятие каждого народа. Если правильно прочитывать эпос, эпос всегда работает на будущее, потому что там душа народа, вся красота души любого народа в эпосе. За время фестиваля гости увидят эпосы народов России, Кыргызстана, Болгарии. Посмотреть на постановки приехали гости со всего света. Это очень красивое место, это очень интересно. В этом месте есть много истории и культура по Казань, Татарстан. Эпос Манас Батыром был. Наш народ очень мужественный. Даже вот на соревнованиях, если смотреть, у нас столько, не знаю, сил, наверное, даже у девушек. У меня всегда спрашивают, откуда у меня столько сил. Я говорю, Карагуч. Это у нас переводится как черная сила. Или... То есть вполне такой же силой обладал и Манас. Да, он очень был сильным. Кроме спектаклей, на фестивале можно увидеть и древние ремесла, которыми владеют современные мастера. Нет продолжателей промысла. И я взял это на себя и учился 15 лет у бабушек, и теперь продолжаю это. Потому что это настолько важно, чтобы наша культура, наша российская культура, наши корни продолжали действовать. Фестиваль идет неделю. В завершающий день здесь покажут оперу «Кара Пулат», а открывает постановка Национального театра Карелии. Мы решили взять за идею пролога универсальную легенду, которая связывает вообще и тюркские миры, и связывает вообще, в принципе, такую историю о мироздании, о том, когда было ничего, потом возник Великий океан пустоты, и на него спустилась птица, и она уже начала создавать землю. Уже сегодня зрители познакомятся с их эпической драмой по мотивам эпоса Калевала. Он про сотворение мира и появление человечества. Считается, именно Калевала олицетворяет национальный дух карелов и их единство. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Болгар. 300 лет со дня основания отметит в этом году Казанская духовная семинария. Здесь готовят кадры для епархии Русской Православной Церкви. 300 семинаристов не только из Татарстана, но и соседних Чувашии, Марел, Удмуртии, Нижегородской и Самарской областей. Обучают богословским дисциплинам и светским наукам. Выпускники знают древнегреческий, латинский, английский и даже арабский языки. О современной жизни Казанской духовной семинарии и подготовке к юбилею в репортаже Вероники Гайнудиновой. Семинар называют кузницей кадров для нашей церкви. Здесь создается будущее нашей епархии, будущее нашей митрополии. Основам православной веры здесь обучают уже 300 лет. Это будущие пастыри, священнослужители, богословы, специалисты в сфере приходского просвещения. В духовной семинарии обучают по единым образовательным стандартам. Осенью готовятся пройти госаккредитацию и начнут выдавать диплом гособразца. Обновляется и само здание семинарии. Ремонтные работы здания и оснащение оборудованием. Вот это очень важные моменты были, когда Рустам Нургалиевич посещал нашу духовную школу. И уже при владыке Кирилле, нашем правящем архипастыре, очень многое сделано в плане материально-технического укрепления жизни Казанской духовной семинарии. Я решил посвятить свою жизнь служению Богу. Это еще со школьных лет, то есть это уже было некое такое осознанное решение, то есть я к этому шел. В Казанской духовной семинарии сегодня обучается 300 человек. Андрей Семенов из Йошкар-Олы в этом году окончил ее с отличием. Учился на пасторско-богословском отделении и планирует стать священнослужителем в Казани. Здесь мы воспитываемся, учимся, обучаемся, учимся жить.
То есть для нас это вот некий такой стержень, духовный фундамент. Бакалавриат, магистратура, отделение доп. Образования. Кроме богословских дисциплин здесь обучают и светским наукам. Выпускают даже экскурсоводов по истории православия в Татарстане. А с 2016 года открыта кафедра исламоведения. Здесь изучают историю ислама, культуру диалога, языки – татарский и арабский. Для изучения арабского языка и для лучшего понимания ислама нами в том числе были привлечены преподаватели мусульмане, которые тоже преподают здесь соответствующие дисциплины у нас в семинаре. Это все расширяет кругозор, это расширяет культуру диалога, больше углубляет межрелигиозный диалог, межрелигиозное согласие и межрелигиозное взаимоприсутствие. В ноябре Казанская православная духовная семинария отметит большой юбилей, и большая работа уже началась. Усиленно готовимся, создан по распоряжению раиса нашей республики Рустама Нургалиевича оргкомитет, сопредседателем которого является Юрий Змеевич Камалтынов и митрополит Казанский, Татарстанский Кирилл. Мы уже провели несколько заседаний оргкомитета, вот, на котором разрабатываются юбилейные мероприятия. Планируют провести богословскую конференцию «Православный форум», куда съедутся священнослужители со всей страны. Вероника Кайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Теперь подать заявление для поступления в ВУЗ можно через портал Госуслуг России, причем сразу в 5 учебных заведений страны и по 5 специальностям. К этому сервису подключены более 1000 вузов. Услугу запустили по национальному проекту «Цифровая экономика». Она избавит абитуриента от очного посещения приемных комиссий, очередей и бумажного документооборота. Для подачи заявления требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Поступающим на бюджет нужно успеть до 25 июля, на платное отделение не позднее 20 августа. В Нижнекамске торжественно встретили нового жителя города. В семье мобилизованного родился первенец. Молодого отца по такому случаю повторно отправили в краткосрочный отпуск из зоны СВО. Роды из-за осложнений проходили в Челнах, поэтому родственники и друзья встречали молодую семью у подъезда их дома в Нижнекамске. Приехал мэр города Рамиль Мулин. Он вручил родителям денежный сертификат, поинтересовался, какая еще нужна помощь. Молодые родители были в хорошем настроении и с юмором рассказывали, как на свет появилась дочь. Счастлив, да, то, что приехал, увидел рождение ребенка, как все это происходило. Ты не видел, как все это происходило. Если бы ты видел, ты бы не стоял, ты бы в обмороке в реанимации лежал. Он всю жизнь мечтал стать военным и защищать родину. Наш следующий репортаж в память о Руслане Хананове. Участники СВО, бойцы батальона «Алга». Командир гранатометного взвода погиб под Артемовском, выполняя боевое задание, защищая своих ребят и народ Донбасса. Смелым, мужественным и надежным он был и в обычной жизни. В рубрике «Наши герои» об этом рассказывает его крепкий тыл – семья. Наша семья всегда нам во всем помогал, всегда нас поддерживал. Он был для меня всегда образом того человека, которым я стремлюсь стать до сих пор. Даниил и Никита Ханановы встречают нас дома в парадной форме кадетской школы имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Братья с самого детства мечтали стать офицерами, как папа. Старший брат уже собирается поступать в танковое училище, где учился их отец Руслан Хананов. Он всегда пытался мне как-то помочь, подбодрить, всегда толкал меня только вперед. Всегда говорил: не отступай, иди к своей цели. Глава семьи Руслан Хананов в зону СВО отправился добровольцем ровно год назад. Он выпускник 102-й гимназии Казани. После школы поступил в танковое, которое окончил с красным дипломом. Служил в Новосибирской области, женился, потом вернулся в Казань и работал инженером. После объявления СВО, не раздумывая, решил вернуться на военную службу. Я понимал, что он идет защищать нас, нашу маму, нашу семью, нашу родину. Он делал это все осознанно. У парней отцовская стать и выправка. Он всегда был патриотом своей страны и нас такими воспитывал, говорят сыновья. Теперь они чувствуют себя и защитниками Родины, и защитниками своей младшей сестры и мамы. Она всегда ставит отца в пример. В батальоне «Алга» Руслан Хананов командовал гранатометным взводом. В подчинении было 25 бойцов. Офицеры повысили до звания старшего лейтенанта. В феврале наградили медалью за боевые отличия.
И он все время говорит, я со своими ребятами, главное, чтобы все было у них хорошо. Ранения какие там, кто, из его вот гранатометного взвода, кто получал, он прям так переживал, как будто его вот самого лично ранили. Упорством характера на отца похожа и дочь Руслана Хананова Екатерина. Она очень хочет стать спортсменкой и защищать честь страны на мировой арене. Бережно хранит свои медали за победы и фотографии отца. Руслан Хананов погиб как герой. 10 июня 36-летний командир подорвался на мине при выполнении боевого задания под Артемовском. Указом Владимира Путина посмертно удостоен ордена Мужества. Одним крылом он защищает нас, нашу семью, а другим свой гранатометный взвод. Алия Хайрудинова, Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Москве завершился престижный ралли-рейд «Шелковый путь». Церемония закрытия состоялась на Васильевском спуске у стен Кремля. Гонку впервые выиграл белорусский гонщик Сергей Визович. Вторые и третьи места у экипажей КамАЗ-мастера Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова. Как сразу после финиша отметил Эдуард Николаев, в следующем году команда постарается вернуть главный приз. Для Визовича это первая победа за 13 лет. Ралли стартовало 6 июля в Казани. Прошло оно по древнейшему торговому пути, соединявшему все евразийское пространство. Гонщики проехали 5000 километров по 13 регионов. Поздравить их на площадь сегодня пришли тысячи людей, в том числе преданные болельщики КамАЗа. К череде спортивных событий дня подключился сегодня и Рубин. Они на своей тренировочной базе провели пикник для болельщиков. На поле вышли тренеры и игроки, в том числе и новички команды. Какой пикник без угощений? Стол накрыли прямо на газоне. Бургеры для гостей готовили сами футболисты. Для команды это новый формат коммуникации с болельщиками. Тем более, что через неделю стартует новый сезон. Бургер от полузащитника Рубина отведал и Рузаль Шарипов. Мы Рубин, и нас не останови! Вот она, та самая встреча, которую болельщики Рубина ждут целый год. Большая команда футболистов во главе с главным тренером Рашитом Рахимовым выходит к своим поклонникам. Рассказали о планах на предстоящий сезон, поделились впечатлениями от прошлого, представили обновленную форму и новых игроков. В межсезонье к команде присоединились Маци Рыбус, Егор Вуячич, Мерлин Даку. Рубин сегодня отдыхал от напряженных тренировок, но и здесь было место упорной борьбе. Пока одни бросали вызов профессионалам в мини-футболе, другие пробовали себя в настольном с Александром Мартыновичем. Другие же на время отложили футбольные бутсы и угощали фанатов собственноручно изготовленными бургерами и коктейлями. Фанаты оценили мастерство полузащитника Даниила Кузнецова. В это время главный тренер команды Рашид Рахимов начал партию в шахматы с болельщиками клуба. Здесь были все атрибуты традиционного пикника. Мы очень рады видеть наших фанатов, те люди, которые приходят на стадион, нас поддерживают и в трудные минуты, и когда победы. Поэтому я считаю, это очень важно, очень здорово. Неформальное общение с командой и развлекательную программу болельщики оценили. Мне очень нравится Александр Золотов. Это очень умный игрок, который видит поляну и спереди, и сзади. Первая игра, на которую я сходила, это был Рубин Оренбург. Вот с этого дня почти на все матчи хожу. Я очень рад и горд тем, что команда в прошлом году вышла опять, вернулась, скажем так, совместно с нами в Премьер-лигу. Пока болельщики под впечатлением чемпионства Рубина в первой лиге, футболисты уже готовы радовать их новыми победами. Чемпионство в первой лиге – это, безусловно, для тех болельщиков, которые нас поддерживали от первого матча до последнего. Никто не собирается там повторять те истории, которые были. Мы целимся только в верхнюю пятерку. Рубин начнет новый сезон уже на следующей неделе. Первый матч запланирован на 22 июля. Так казанцы сразятся в Москве против столичного «Локомотива». Рузаль Шарипов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Очередной атмосферный фронт будет формировать погоду в республике в предстоящие сутки.
Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево набегут облака, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается 14 градусов тепла, днем будет чуть прохладнее, чем накануне, около 23 градусов выше 0. Тепло и без осадков в набережных Челнах, в Нижнекамске и Лабуге. Ночью ожидается около 14 градусов тепла, днем 23 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше комфортная и теплая погода. Осадки маловероятны. В ночное время ожидается 14 градусов тепла, а днем 24 градуса со знаком плюс. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура в ночные часы около 14 тепла, днем плюс 21. Без осадков в Болгаре, Дрожжином, Буинске. И здесь осадков не ожидается. Ночью потеплеет до 16 тепла, а днем 22 градуса. Преимущественно без осадков в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Ночью около 14 тепла, днем 23 градуса со знаком плюс. В понедельник значительных изменений в погоде не ожидается. В Казани облачно с прояснениями, без осадков. Ночью около 16 градусов выше 0. Днем плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный, усиление ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. Таковы новости о погоде. Добрых выходных и берегите себя.